Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые коллеги! Вас приветствует Национальная библиотека Чувашской Республики. В мае этого года указом президента Российской Федерации Чебоксары удостоились высокого звания «Город трудовой доблести». Это знаковое историческое событие для нашего города, для нашей республики. Символично, что Чебоксары получили это звание в год трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, объявленный в Чувашии. И сегодня мы приглашаем вас в книжную онлайн-экспедицию «Люди города трудовой доблести». Сегодня у нас в гостях доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник Чувашского государственного института гуманитарных наук Иван Иванович Бойко. Здравствуйте, Иван Иванович. Спасибо вам, что вы откликнулись на наше приглашение. Добрый день. Добрый день. Всем здравствуйте. Иван Иванович расскажет нам о вкладе Чебоксарского электроаппаратного завода в достижение победы. Вам слово, Иван Иванович. Действительно, это знаковое событие, неординарное, то, что Чебоксары стал городом трудовой славы. И одно из таких серьезнейших оснований для такого решения президента – это, конечно, работа Чебоксарского электроаппаратного завода в годы войны и его сотрудников. Два крупных предприятия было. Чебоксарский электроаппаратный завод и нынешнее объединение имени Чапаева, тогда завод номер 320, которые работали именно для фронта. Делали оборудование и оружие для Красной Армии. И я хочу больше остановиться, в основном остановиться на Чебоксарском электроаппаратном заводе. Во время войны сначала он был завод спецэлектроаппаратуры, потом номерное предприятие, номер 654, завод номер 654, и о его людях. Я сразу говорю, что мне придется, если мы будем говорить о людях, будем говорить об их судьбе, то надо будет выйти и за пределы военных событий, потому что некоторые, можем сказать, герои, электроаппаратчики, они проявили себя очень значимо и после войны. Но начинался их трудовой путь, продолжился для многих из них, о котором я буду говорить, он уже в год Великой Отечественной войны. А наш электроаппаратный завод, он был создан на основе двух предприятий. Это Харьковского электромеханического завода, ХЭМС, как его называли, и Ленинградского предприятия «Электрик», которые были эвакуированы в Чебоксары. Первый эшелон с оборудованием из Харькова был отправлен в конце сентября. Прибыл он в Чебоксары 11 октября, то есть достаточно долго шел. Второй еще дольше. 2 октября он отправлен был люди, оборудование, специалисты, их семьи. 2 октября прибыл в Канаш 7 ноября, а в Чебоксары 8 ноября, то есть 37 дней шел поезд. И представьте, это 37 дней, да? Огромное количество дней. Но дело в том, что не потому, что там тихоходные паровозы были, или пути железнодорожные, конечно, были, напряженная обстановка была. Но дело в том, что надо было на фронт армию, санитарные поезда, оружие, срочная зеленая дорога была им, а оборудование, оно тоже было необходимым и срочным. Но получалось так, что оно уступало дорогу, стояло. А в это время люди, конечно, на 37 дней запасов не наберешь. Да? Конечно, тут карточки были, снабжались продовольствием, всем необходимым. Не всем необходимым, конечно, необходимым, по минимуму. И тем не менее, доехали 8 ноября в Чебоксары. Начальником завода был Бенский Яков Семенович, который стал директором завода. Потом вообще 4 эшелона всего было. Последний еще дольше шел, порядка 45 дней, 1,5 месяца. Кроме того, часть оборудования, цветного металла, часть архива предприятия было направлено автомобилями. Несколько автомобилей были отправлены из Харькова
доехали до Нижнего, тоже было 2 месяца, то есть они достаточно долго добирались, попали под бомбежки, один водитель погиб, жена другого водителя, который тоже ехала вместе с мужем, была ранена. Потом доехали до Горького, в это время начались дожди сильные, слякоть, невозможно было ехать. В общем-то, они дали заявку на барже в Горьком, нынешнем Нижнем Новгороде, и на барже до Чебоксар. И еще, значит, вот эпопея переселения завода, переезда завода, эвакуации завода из Харькова в Чебоксары. И пережили еще 27 подвод. Гужевой транспорт тоже решили. Ну, пригодится, конечно, и пригодился он в Чебоксарах. Вот 27 подвод, 2 месяца добирались до Чебоксар. Зима, снег выпал, и подводы меняли на сани. В общем, с трудом, но добрались. А до этого в конце сентября в город прибыли представители Харьковского завода «Хемза». Бунин Людвиг Зинович и Троицкий Олег Вячеславович, которые потом стали, после войны, были тоже директорами завода. А первым директором был Бенский Яков Семенович. Он долго еще, до 1988 года жил, но очень много сделал для развития, для построения всего, то, что можно назвать заводом. С 1941 до марта 1945 года он был директором завода. И под его непосредственным руководством завод стал одним из ведущих промышленных предприятий, особенно можно говорить, электротехнической промышленности в стране. Продукция использовалась реле, контакторы, различные переключатели, в авиационной, в танковой промышленности. И с 1943 года реле больше стали делать для флота. Ну, самое общее сведения сначала. Завод не зря был награжден орденом Трудового Красного Знамени в 1944 году. Сам директор завода был тоже удостоен такой награды. И все это было по делу. Завод, кроме того, еще неоднократно завоевывал переходящие красное знамена Государственного комитета обороны, наркоматов отдельных, танковые, профсоюзные награды и так далее. Ну, перед дирекцией, вообще, да, сначала скажу, что об истории завода, достаточно давно книга написана, история Чебоксарского электроаппаратного завода. Написали ее мои учителя, Иван Данилович Кузнецов, профессор, и Геннадий Петрович Петров в свое время. И мне лестно то, что не то, что я участвовал в написании, я был студентом, это было 72-73 год, не помню, книга издана в 75 году, но она готовилась, и мы, студенты, тогда не было компьютеров. Данные не заносились, не создавались базы данных, которые можно было оперировать достаточно быстро, да, и подсчитывать какие-то, и получать интересующую нас информацию. Нет, считалось вручную, заносились данные на карточки, и мы сидели вместо компьютеров, перекладывали с кучки в кучки и посчитали, сколько там мужчин, сколько женщин, какие у них разряды и так далее, и так далее. Но это история, конечно, сейчас это все делается быстро, и просто я об этом говорю, мне приятно, что я участвовал тоже, каким-то образом косвенное отношение имел к созданию этой книги. Но вообще представьте, приехали, завода нет, стен нет, предоставили здание педагогического института, общежитие педагогического института, чтобы было размещать. А в 1942 году приехали еще из Ленинграда. Я говорил уже, это предприятие «Электрик». Всего вместе 660 человек. Больше с Харьковского электромеханического завода и чуть поменьше из Ленинградского завода. И сразу перед предприятием, перед руководством, перед Яковом Семеновичем Бенским поставлена задача монтаж оборудования и его наладка. И с самых элементарных не все же можно было привезти. Крепеж, то есть болты, гайки, шайбы, этого не было. И все то, что с собой было, быстро закончилось. И хорошо, что начальник крепежного цеха Семенов,
он с собой прихватил 2 гвоздильных станка, старых гвоздильных станка, делали гвозди из Харькова. Не думали, что пригодится, но на самом деле пригодились. Сами начали производить вот необходимый крепеж. И плюс еще крепеж и для крепления там большой, солидный, так сказать, крепеж. Но еще был реле делали, их тоже надо были, небольшие винты, небольшие шайбочки, простые, гроверные и так далее, и так далее. И все это делалось уже самостоятельно. Очень серьезная проблема была нехватка электроэнергии. До войны в Чебоксарах проживало, в общем-то, менее 40 тысяч населения, а в 1942 году прибавилось еще 25 тысяч. Ну и предприятия открывались. Объединение имени Чапаева, оно было в конце 1939 года, ну, в 1940 году было пущено, так сказать, в строй. А вот электроаппаратный завод с пустого места. И не хватало электроэнергии, я уже повторяюсь. И часто, в общем-то, предприятия вырабатывали то, что, так сказать, вот им выделялось по лимитам каким-то определенным. А не хватало для госпиталей, были случаи, вот документы свидетельствуют, что в январе 1942 года завод номер 320 выработал, значит, выделенную ему электроэнергию, прихватил, так сказать, лишнюю, в госпитале в это время шла операция, 2 раза выключался свет. Ну, про квартиры я не говорю, там были ограничения, лампочки не должны быть мощностью больше 25 ватт, по одной лампочке на комнату, то есть очень, ну, представляете, 25 ватт, очень тусклый электрический свет. И еще в конце 1941 года правительство страны приняло решение о строительстве в Чебоксарах электростанции, которая питалась торфом, который находился за Волгой. Были разработки торфа и торф-предприятия. Кто постарше помнит, чебоксарцы, кто помладше не помнит, конечно. Вот. И все это решение было принято, но строительство электроэнергии было, значит, очень трудным, электростанция была очень трудным, долгим, и в конце концов она была опущена в срок только в 1944 году. И вот там электроаппаратчики тоже очень много работали на наладке, на тестирование оборудования. Она работала четверть века, и тем не менее с электроэнергией все равно были проблемы. И только в августе 1945 года, когда приехал энергопоезд специально, американский уже передали нам, значит, 7 вагонов, которые были с начинкой таким сложным оборудованием. Правда, не всегда 100 человек его обслуживало, уже наших рабочих, но не всегда это получалось хорошо. Его еще называли так в шутку нервопоездом из-за того, что вот он часто ломался и были такие простые оборудования. И вот я просто могу показать, здесь есть альбом фотоиллюстрации в 1967 году. Не знаю, как видно, ну, наверное, хотя бы немножко видно, 2 иллюстрации, на которых показано, как люди работали в цехах. Вот, в 1942 году зимой, видите, они одеты в пальто, в шапке, то есть не очень удобно, конечно, работать за станком, вот таким одетым, но просто было холодно. И поэтому речь вот о том, чтобы тепло было в цехах, это было стратегически важным, так сказать. Пытались вот сделать что-то такое, вот не получалось до тех пор, пока все-таки электростанцию не пустили за Волгой. Гидропрессовое оборудование, там же жидкости для того, чтобы вот оно работало, насосы различные, то же самое. И вот чтобы они, когда в нерабочем состоянии, чтобы там жидкость не замерзла, вот просто на полу жгли костры. Кокс из угля специально делали кокс, и жгли вот эти костры, чтобы было тепло. Ну и люди грелись, конечно, и оборудование. Но главное было, конечно, и люди важно, но все-таки тогда, если оборудование сломалось бы, то все производство бы остановилось, это была бы, конечно, катастрофа и для дирекции, и для предприятия, потому что тогда бы завод не смог бы выполнять планы, которые были спущены.
тепло, вот эта проблема. Инструментальная была еще проблема, то есть на каждом предприятии есть инструментальный цех. Инструментальный цех занимается производством такого нестандартного оборудования, различных приспособлений, различных инструментов, с помощью которых можно сделать проще и быстрее какой-то вот уже и выпускать продукцию. И вот там работало очень много людей, талантливых. И вот об одном я хочу рассказать. Королев Николай Александрович, он с 1942 года по 1982 год работал на электроаппаратном заводе. Прибыл он из Ленинграда, не из Харькова. Один из лучших инструментальщиков вот, страны он был. На заводе был проведен конкурс в 1942 году, лучший по профессии. Вот первым лучшим фрезеровщиком стал Николай Александрович Королев. Он сам был прекрасным мастером, но и он воспитывал молодежь. Десятки учеников, которые стали, может быть, не такого уровня, как он, но для него была главная задача подготовить фрезеровщиков, чтобы они на каком-то должном уровне выпускали продукцию. В 1966 году он стал героем социалистического труда, а до этого, 30 апреля в 1964 году, был занесен в книгу трудовой славы героизма Чувашской ССР. Немножко чуть выйдем за рамки войны, ближе к нам, расскажу об этой книге. Помните, что в августе 1962 года, в будущем году будет 60 лет, Андриан Григорьевич Николаев полетел в космос, вот, стал космонавтом номер 3 Советского Союза. И вот 29 августа руководство республики решило учредить книгу трудовой славы героизма. И туда заносить людей разных профессий, разных отраслей, которые вот прославились наиболее своими достижениями, своим выдающимся трудом вот в разных отраслях. И вот первым был занесен 29 августа, то есть через буквально 2 недели после приземления, Андриан Григорьевич Николаев. Потом, значит, следующий, номер 2 в этой книге была его супруга в то время, Валентина Терешкова, а потом уже в 8 марта, 8 марта, женский день, в 1964 году она была внесена, а потом через 1,5 месяца, 30 апреля 1964 года, 5 человек. Выдающиеся, конечно, представители Чуваши. Сергей Ксенофонович Коротков, он председатель колхоза был в Кольцовке, в Урнарском районе, дважды герой социалистического труда. Он, правда, к этому времени уже, значит, ушел из жизни, но тем не менее вот его посмертно наградили. Потом был еще один аграрник, организатор производства в сельском хозяйстве Василий Васильевич Зайцев, он сам яльчикский, был там много лет председателем колхоза «Победа», стал героем социалистического труда. А потом, вот на родине Андриана Григорьевича Николаева, значит, был тоже, значит, колхоз, Шоршельский колхоз, потом он стал имени Андриана Григорьевича Николаева. Он такой был отсталый, но неудобно было, вот, что на родине Николаева вот такой колхоз, и вот Василия Васильевича Зайцева перевели председатель, он потом, значит, сделал очень много для того, чтобы это тоже стал одним из лучших сельскохозяйственных предприятий в нашей республике. Вот. Потом была внесена в эту книгу Васильева Александра Ивановна, главный инженер хлопчатобумажного комбината. Ну, тогда это было большое предприятие, несколько тысяч человек там работало. Вот главным инженером была вот как раз Александра Ивановна. Еще представитель творческой интеллигенции Эльгер Семен Васильевич, народный поэт Чувашии. Ну и вот среди этой пятерки лучших, так сказать, вот, был Королев Николай Александрович. Представитель вот электроаппаратного завода, значит, через 2 года, который станет героем социалистического труда. И очень много сделал, конечно, и в годы войны. Воспитал десятки последователей своих, десятки фрезеровщиков, инструментальщиков. Ну и потом он очень много работал, был заслуженным наставником Чуваши и так далее. Еще одна проблема – освоение технологических процессов, для завода я имею в виду проблемы, с учетом новых условий. Ну, например, вот реле, если кто-то представляет или не представляет, по крайней мере, вот когда-то я учился вот в электромеханическом техникуме,
был, значит, на практике один раз на электроаппаратном заводе. Это вот пластмассовый корпус, и в нем начинка. Вот пластмассовый корпус делался из пресс-порошка. Пресс-порошок – это древесная мука и еще, значит, смола определенная. Вот они вместе смешивались, из этого пресс-порошка выдавливались, штамповались, вернее, корпуса. И в Харьков вот этот пресс-порошок прибывал из Орехово-Зуева на специальном предприятии, а в годы после эвакуации и в годы войны сами начали делать. И вот Калитвианский, кандидат технических наук, потом он ушел, перевели его, но это потом уже после войны, во Всероссийском научно-исследовательском институте работал, техническом. Вот. А здесь ему предстояло сделать технологически добиться производства вот этого пресс-порошка. Поскольку смола, она запах имела такой не очень приятный, и надо было получить вообще пропорции какие-то, добиться того, чтобы это было приемлемо. По его чертежам этого Калитвианского сделали самодельные варочные котлы-смесители, и вот в помещении не было, там, вернее, окна не были застеклены, вентиляции нет, и он пытался получить смолу. В ватнике там писали об этом, в ушанке, в теплой одежде, и вот он сутками там находился, ну, спал, конечно, немного. Вот, и все-таки добился. И с 1942 года вот это производство смолы и порошка, и пресс-порошка предприятие начало самостоятельно изготовлять, и уже пошли изделия, вот, пластмассовые, корпуса различных приборов и аппаратов, которые из смеси, которые завод сам изготовлял. И еще вот в инструментальном цехе были очень такие уникальные специалисты, и вот одним из них был Семен Яковлевич Мильман. Тоже очень много сделал слесарь инструментального цеха, слесарь-лекальщик, по-разному там называют его должность. Наш местный чувашский левша был. И я сейчас объясню, почему. Ну, кроме того, что он в годы войны очень много делал, как слесарь, инструментальщик работал, тоже был наставником молодежи. И многие знают, наверное, Святослава Николаевича Федорова, выдающегося офтальмолога, который одно время работал в Чебоксарах, в 50-м году в Чебоксарах. И он, не буду рассказывать о Федоре, много понятно, что вот он хрусталик заменил. Впервые операцию провел в Чебоксарах. Вернее, операция была в Москве, но неудачная. Одним путем шли там офтальмолог Краснов в Москве и наш Станислав Николаевич. И сделали ему хрусталик, но неудачный, в нем было мало прозрачности. И тогда, по легенде, по газетным статьям нашего известных журналистов, рассказывается, что якобы в клинике у Федорова, он работал, это у нас был филиал Института глазных болезней имени Гельмгольца, тот в Чебоксарах знает, это на заливе, там наверху, где рядом с Введенским собором, трехэтажное здание. Вот там был филиал этого института, и Святослав Николаевич там работал. И якобы там лежал пациент с электроаппаратного завода, и когда он узнал о поисках Федорова, о том, что вот где найти человека, который может ему сделать вот искусственный хрусталик, и он порекомендовал ему вот этого Якова Семеновича Мильмана, которого я характеризовал как наш левша, который вот может сделать. А там надо был хрусталик, вот по расчетам он должен быть размерами наиболее эффективные, не более 3 миллиметров. Ну, представляете, вот как сделать такой маленький предмет, так сказать. И они познакомились, и Мильман вот проникся этим решением, и он, значит, давлением, а до этого он предложил заводу там не штамповать, а делать давлением отдельные детали, в том числе и маленькие. И таким образом вот получилось, что он изготовил искусственный хрусталик, и
Святослав Николаевич в 60-м году сначала, ну, Стуриков пишет, журналист, что якобы попробовали этот хрусталик на кроликах, заменили, так сказать, якобы они удачно все получилось. А потом сделали из Красноармейского района девочка Лена Петрова, школьница, и буквально через несколько дней у нее зрение восстановилось там на 70%. Потом Федоров уехал в Архангельск, но еще после этого Мильман сделал ему еще 4 хрусталика, все удачные операции прошли. И они потом долго переписывались, еще до начала 70-х годов вели переписку, и всегда Станислав Николаевич был благодарен этому талантливому человеку из электроаппаратного завода Семену Яковлевичу Мильману. И вот такие вещи, ну, после того, как вот производство наладилось, более-менее, стала проблема вот, производства не только старых реле, но и вот, разработка новых конструкций, более совершенных и так далее. И вот здесь вот выдающуюся роль сыграли конструкторы. Эдельштейн Герман Филиппович, Бреслер Арон Менделевич и Цфасман Матвей Борисович. Эдельштейн Герман Филиппович, ну, его вот в книгах пишут как одного из основоположников отечественного релестроения. До войны он где-то с 1933 по 1941 год работал в Харькове, занимал различные... Ну, он родился в Прибалтике, кончил Киевский политехнический институт, имел достаточно большой опыт работы, и в Харькове тоже различные инженерные должности занимал, а приехал в Чебоксары, и вот стал он первым главным конструктором предприятия. Релейной защитой у нас в основном занимался, реле-защитой делал наше предприятие, и вот он целое направление релейной защиты это разрабатывалось под руководством Германа Филипповича. Был один из основателей, повторюсь, электроаппаратостроения Советского Союза. Вот, и я тоже его немного лично знал, когда учился в техникуме. Как я знал? Я был учащимся, а он преподавателем. Очень добрый, очень такой, ну, конечно, очень квалифицированный человек. Не может просто добрый человек быть главным конструктором такого предприятия. Все, он нам сурово там пытался с нами обходиться, говорил, что никто никогда у него не спишет. Он все видит, он все знает, но тут у нас какой-то спортивный азарт просыпался, мы все-таки пытались писать. Ну, потом, когда я сам стал преподавателем, я прекрасно видел, что со стола, с места преподавателя видно все прекрасно, что кто как сдает и кто чем пользуется. Но, несмотря на все вот его, не то что угрозы, а вот предупреждение нас, что, ребята, не списывайте, я все вижу, никогда он никого показательно не ловил. Ну, может быть, потому что мы готовились, старались готовиться, не смотрели на то, что пытались какие-то шпаргалки сделать. Вот. Сдавали всегда хорошо. Бреслер Арон Менделевич, кандидат технических наук, автор ряда изобретений. До войны он защитился в Московском высшем техническом училище имени Баумана. Выдающийся конструктор. Он сделал первое многофазное реле для защиты высоковольтных линий электропередач. Потом оно вошло в учебники как реле Бреслера. Ну, тот, кто живет в Чебоксарах, наверное, знает. У нас есть два предприятия. Одно такое опытное конструкторское Бреслер, а другое производственный Бреслер. Вот почему-то они там спорят, кто главнее. Но вот начало идет вот от Арона Менделевича. Это человека, который в учебниках политехники пишут, что его труды и изобретения стали фундаментом для развития электротехнической отрасли страны. Ну и Цфасман Матвей Борисович, начальник 4-го эшелона, который вот очень долго шел из Харькова в Москву, он создатель сборочного цеха, тоже, который вот реализовывал эти задумки конструкторов и технологов. А потом он был руководителем специального конструкторского бюро, главного конструктора по аппаратостроению.
тоже его вклад огромен. Но не случайно, ведь Чебоксары, низковольтное реле, 90% в Советском Союзе еще, 90% выпускалось в Чебоксарах. В НИИР. Сначала ЧЭТНИИ, Чебоксарский электротехнический институт релестроения, потом вот он переименовался в НИИР, Всесоюзный, потом Всероссийский научно-исследовательский институт релестроения. Это были построены в Чебоксарах не случайно, потому что была очень база такая мощная, и которые создавали конкретные люди, вот, которые приехали вот, из Харькова и из Ленинграда в Чебоксары. Среди них заметную роль вот, Троицкий Олег Вячеславович тоже играл. Он сам харьковчанин, тоже родился, начинал с учеников, работал на Харьковском электромеханическом заводе, до старшего мастера дошел. Потом с января 1942 года начальником цеха по выпуску магнитных станций, потом заместителем директором был с 1943 года, начальником производства, заместителем директора. С 1961 по 1963 год он уже стал директором. То есть сюда приехали очень талантливые люди, которые выросли до больших должностей заслуженно. Он очень много внимания потом, когда был заместителем директора, социальным проблемам, социальному строительству, многие общежития, там, квартиры для заводчан строились под его, так сказать, началом, под его непосредственным руководством. Еще, значит, если кого отмечать, вот обязательно можно говорить о Буйволов Александр Васильевич. Он с 1941 года тоже приехал в Чебоксары, участвовал в организации Чебоксарского электроаппаратного завода, был начальником цеха, заместителем цеха и начальником производства. В общем-то, прошел большой путь. Потом он работал в совнархозе. У нас был совнархоз в 1957-1962 годах. Чувашский совнархоз, потом мы были частью Волго-Вятского совнархоза. Он был заместителем председателя Чувашского совнархоза. А потом уехал в Москву. Ну вот он стал лауреатом Ленинской премии в области науки и техники за 1964 год. Вот на основе тех разработок, которые были реализованы, вернее, на электроаппаратном заводе при участии там московских конструкторов, изобретателей. Вот несколько человек были удостоены Ленинской премии за защиту, за создание вот защитных реле для Куйбышевской, теперь Самарской гидроэлектростанции. И среди них был вот наш земляк, земляк, если говорить вот о человеке, который приехал уже взрослым, конечно. Но хотя вот они все приехали, да, ведь взрослые, да, но вот им было где-то лет по 30, 34, 33, то есть, достаточно молодые еще люди, и вот на них была возложена вот такая огромная обязанность, и они, в общем-то, справились с этой работой и достойно производство создали. И был, если вот мы говорим, вот их приехало 660 человек, сразу еще дополнительно это квалифицированные рабочие, инженеры. Еще потом набрали из местных порядка 1000 человек всего было на предприятии. А потом уже к концу года около 2500-3000 человек работало на предприятии. И это уже, конечно, вот окружение, люди из районов, из городов, из Чувашии, те, кто не был призван в армию, из эвакуированных из других регионов страны, и все стали вот работать вот на предприятии, которое стало действительно одним из передовых в стране, уже имеется в виду в стране, вот, в Советском Союзе. Несмотря на то, что было очень тяжело с жильем, с социальными, со всеми проблемами. Вот показывал фотографии, как люди работали в одежде. Элементарно, вот на производстве было холодно, что-то надо было делать. Но, тем не менее, достаточно большое внимание уделялось, забота была проявлена вот о людях. Социально-бытовой сектор развивался.
Продовольствия же не хватало, ну, город небольшой, это, я говорю, 30 тысяч человек, всего 31 тысяча человек в 1939 году. Ну, конечно, часть уехала, часть была призвана на фронт. И это не надо складывать 31 тысячу и 25 эвакуированных, 25 тысяч, 50 тысяч, потому что значительная часть, особенно мужского населения, уехала, значит, на фронт. Но выделили участки для вот, не садовые, а просто огородные. И заводчане, почти 300 человек, в 1942 году огорода было выделено, и вот они собрали 53 тонны картофеля, это, знаете, вот, ну, где-то примерно 200 килограмм на каждого человека, по 4 мешка, то есть. Ну, опыта, может, не было, урожай небольшой. В 1943 году 350 человек получили такие огороды и собрали 140 тонн. Но это уже, считайте, почти по 400 килограмм, побольше, по 8 мешков на каждого. Свекла, овощи и так далее. Материальная помощь фронтовикам оказывалась, обувь выделялась. Вообще, самые элементарные вещи, вот когда читаешь источники архивные, то некоторые дети не могли ходить в школу из эвакуированных, да, потому что не было обувки, одежды. Им не в чем было идти, когда холод. Пытались им помочь и помогали. Помогали власть, общественность, если вот можно так сказать, завод, чем мог, помогал и так далее. И кроме того, от заводчан никто не освобождал их от помощи Красной Армии. Деньги, займы, участвовали заводские работники. И это делалось все под лозунгом, конечно, все для фронта, все для победы. Семьям фронтовиков помощь оказывалась тоже деньгами, там, материальной, как-то другими и так далее. Ну и при всем при том, в основном молодежь работала. Я не говорю о социалистическом соревновании, на самом деле, сейчас, может быть, это сочетание как-то воспринимается не очень, так сказать, серьезно, а на самом деле люди участвовали в таком соревновании, чтобы выпустить больше продукции, больше реле, больше контакторов, больше еще магнитных станций для того, чтобы обеспечить нужды фронта. Это, еще раз напомню, это танки, это самолеты и это военно-морской флот. И плюс еще постепенно стали наша территория освобождаться, восстанавливаться промышленность, и все, что связано было с электричеством, с электротехникой, очень много, значит, это все выпускалось на электроаппаратном заводе, и надо было вот работать на восстановление, как тогда, и сейчас на восстановление народного хозяйства. Но, тем не менее, вот молодежь хотела и участвовала в спорте, были кроссы, легкой атлетики, на лыжах. Например, Кубок Чувашии по футболу проводился. Заводчане выиграли Кубок футбола Чувашии за 1944 год. За кроссы в 1944 году уже летние и зимние спортивная команда заняла первое место и по Чебоксарам, и по Наркомату. За зимний кросс в 1945 году, в зимнем кроссе 1945 года, там всего было почти 2000 человек участвовало в городе, заняла команда электроаппаратного завода второе место. То есть бойцов, лыжников, пловцов, все задания, это подготовка военно-спортивная какая-то была, и подготовка воинов, будущих воинов велась, конечно, на заводе. Здесь можно много говорить еще о заводе, о его вкладе, но если опять связать и вернуться к началу, и то, что вот наш город стал городом трудовой славы, конечно, огромная роль принадлежит Чебоксарскому электроаппаратному заводу. И, конечно, это учитывалось при решении президента, когда он подписывал указ и имел в виду Чебоксары. Поэтому они уже давно ушли из жизни, те, кто приехал из Харькова, из Ленинграда. Но то, что они сделали, видите, это имеет непосредственное отношение к нам. И мы, кто-то работал, кто-то семьи на электроаппаратном заводе.
друзья. То есть мы каким-то образом, они связывают нас, связывают прошлое с настоящим. И жители нашего города, мы через такие вот какие-то необычные, и с одной и с другой стороны обычные, так было везде, и вот в это время мы как-то вот скрепляемся друг с другом. Мы чебоксарцы, мы там работаем на заводе, мы заводские. И вот эти вот, как говорят сейчас, идентичности, они вот пронизывают нас и делают нас вот такими, какими мы есть, жителями города, жителями республики, жителями страны. Спасибо. Спасибо вам, Иван Иванович, за столь интересный и содержательный рассказ о заводе, о заводчанах. Ну а теперь самое время поговорить о бойцах уже культурного фронта, о библиотекарях. О деятельности Национальной библиотеки Чувашской Республики в годы войны нам расскажет ведущий библиотекарь отдела национальной литературы и библиографии Лилия Геральдовна Буланкова. Пожалуйста. Здравствуйте, друзья. И сегодня в рамках нашего мероприятия хотелось бы рассказать также о деятельности. Здравствуйте, друзья. Хотелось бы рассказать сегодня в рамках нашего мероприятия о деятельности библиотекарей. Республиканская центральная библиотека имени Горького в годы войны. Сначала нужно упомянуть, что в 2021 году Национальная библиотека Чувашской Республики отпраздновала свое 150-летие. Конечно же, за столь значимый срок время крепко связало библиотеку с историей всей страны, с историей республики, с историей Чебоксар и с многими поколениями жителей этого города. Об истории становления и развития Национальной библиотеки к юбилею нашего учреждения подробно рассказано в книге профессора, доктора исторических наук Тихона Сергеевича Сергеева «Храм мой, библиотека». Есть здесь и глава, посвященная деятельности библиотеки «Военное лихолетие 41-45 годов». Напряженная работа по перестройке народного хозяйства на военный лад в стране, следующий слайд, пожалуйста, проходила под лозунгом «Все для фронта, все для победы». Во первой половине 42 года вся промышленность Чувашии уже была адаптирована к военному положению. В сельскохозяйственное производство вовлекалось все трудовое население деревни, в том числе, конечно же, подростки, престарелые. И в этот период исключительное значение для страны приобрела массово-политическая работа среди населения. Поэтому перестраивалась работа не только предприятий, колхозов, совхозов, но и всех научных, учебных, культурно-просветительских учреждений. Штабом перестройки их деятельности стали народные комиссариаты просвещения. Следующий слайд, пожалуйста. В приказе Наркомпроса РСФСР от 27 октября 1941 года о работе массовых библиотек в военное время и других документах подчеркивалось, что библиотека должна стать центром пропаганды политических и военно-оборонных знаний, тесно увязать свою деятельность со злободневными вопросами укрепления обороноспособности страны. Соответственно, деятельность библиотек и других политико-просветительских учреждений подчинялась задачам обороны. Всеми средствами содействовала сплочению населения в единый военный лагерь. Была направлена на укрепление морально-политического единства народа. Библиотека региона в годы войны превратилась в подлинный очаг культуры и досуга. Дальше. В 1941 году Республиканская библиотека имени Горького находилась в здании на берегу Волги по улице Константина Иванова. Здание было постройки 1911 года. Это Ефремовский особняк. Половина площади с началом войны была отдана агитпункту горкома ВКПБ, и в результате чего книжный фонд был законсервирован из-за недостатка площадей. Часть фонда была законсервирована.
Несмотря на бытовые трудности, в структурном отношении библиотека сохранила свои основные отделы. Справочно-библиографический, читальный зал, отделы выдачи и обработки книг, спецфонд, бухгалтерию, переплетную мастерскую и хозяйственную часть. Дальше, пожалуйста. Перестройка работы библиотек в первые месяцы войны проходила в сложных условиях, как и все, наверное, у нас в стране. Переходный период был очень сложным. Они были связаны наряду с нехваткой помещений еще с тем, что возникла острая нехватка квалифицированных кадров. Многие библиотекари были мобилизованы на фронт или на оборонные работы. Так, в 1940 году в Чувашской библиотеке имени Горького работало 29 человек, в то время как в 1943 году осталось всего 10 работников. С началом войны существенно изменился и состав читателей. Значительное количество составляли женщины и подростки. Увеличилось число военнослужащих, специалистов, медицинских работников, агитаторов. Сократился процент учащихся вузов и техникумов. Дальше, пожалуйста. Это связано, к примеру, с переводом Чувашского государственного педагогического института в Мариинский посад. То есть в городе не осталось основных читателей библиотеки, студентов. В военные годы неизмеримо расширился круг читателей газет. Именно в газетах люди черпали информацию о фронте. Коллектив библиотеки жил также интересами страны. Выставки тех лет, конечно же, большей частью содержали героику Великой Отечественной войны, рассказывали о трудовых подвигах людей тыла. В библиотеке была составлена картотека о героях войны. Книги о них были выделены отдельно. Активно пропагандировалось произведение чувашских писателей-фронтовиков. И эмоционально проходили встречи тружеников тыла с фронтовиками. Дыхание войны чувствовалось во всем. Сельское население республики в декабрьские морозы рыло окопы и траншеи Сурской и Казанской оборонительных линий. После бомбежки Чебоксар фашистскими летчиками 4 ноября 1941 года, когда бомбы взрывались буквально в нескольких сотнях метров от библиотеки, от здания библиотеки, в городе была введена обязательная светомаскировка. Карточная система распределения материальных средств влияла на культурно-бытовое обслуживание горожан. Это, конечно же, отразилось и на жизни небольшого коллектива библиотеки. Помимо огромной массы основной работы, необходимо было обеспечивать печное отопление здания, заготавливать дрова. В зимние месяцы очень часто не было электричества, хотя в домах электричество было, в библиотеках его, видимо, экономили немного на библиотеках. Для библиографической работы времени не хватало, вплоть до 1943 года можно сказать, что эта работа велась урывками. С 1943 года библиографическую работу взяла на себя библиограф Груздинская. Отдельно ею была как раз выделена тема Великой Отечественной войны. Библиотеки тесно сотрудничали с массовыми организациями и военными учреждениями. ОСА-Авиахим, Союз Красного Креста и Красного Полумесяца, призывными пунктами всеобуча. Наиболее распространенные формы массовой работы библиотек – это были организации выставок, устройство плакатов и монтажей, громкие читки, беседы, доклады, лекции, конференции всевозможные. Читатели обращались в библиотеку с просьбой подобрать необходимую литературу к докладу, политинформациям, для выяснения жизненных вопросов каких-то, о льготах семьям военнослужащих и тому подобное. Сотрудниками библиотеки в саду имени Крупской был организован летний читальный зал. Этот сад находился на территории современного залива, недалеко от библиотеки. Привлечению новых читателей способствовало широкое развертывание сети филиалов и передвижек на предприятиях, в сборных пунктах, пристанях, вокзалах, а также в колхозах и совхозах, госпиталях и воинских частях, парках культуры. Один раз в 12 дней работники библиотеки посещали выделенные предприятия, проводили беседы, чтения. В первый год войны библиотека обслуживала 10 передвижек. В зону книгоношества входили табачная фабрика, артель-вышивка, торфопредприятие, детский санаторий, дом колхозника, Заволжский дом отдыха. Под руководством библиотекаря Петровой обслуживались книгами все 6 эвакогоспиталей и 12 воинских частей, которые дислоцировались в городе.
По просьбе солдат и офицеров библиотечные работники доставляли им книги, проводили в палатах чтения, отбирали из газет интересные материалы, читали бойцам, которые получили тяжелые увечья, потеряли зрение, организовывали коллективные радиослушания с последующим обсуждением. Воинским частям и госпиталям оказывалась помощь при оформлении выставок путем подбора фотоснимков, рисунков, вырезок из газет и журналов. Работа библиотекарей и чтецов поднимала патриотические чувства, укрепляла в людях веру в победу. Об этом свидетельствуют письма солдат, которые лечились в госпиталях Чебоксар. В одном из них мы читаем: «Мы выражаем самую искреннюю благодарность за ту отеческую заботу о нас, которой мы окружены в госпитале. Для нас ежедневно проводятся лекции, доклады, информации. Мы всегда в курсе вопросов политических событий жизни Советского Союза. Проявление заботы о нас мобилизует на борьбу и скорейшее выздоровление и желание скорее вернуться в ряды действующей Красной Армии, чтобы громить, уничтожать, гнать захватчиков с нашей советской земли». Под особым вниманием сотрудников библиотеки находились инвалиды войны. Было взято на учет 8 инвалидов войны первой группы, которые обслуживались на дому. К ним для регулярного книгоношества были прикреплены молодые библиотекари Ефимова, Кириллова. 2 из инвалидов самостоятельно проходили программу средней школы, поэтому нуждались также в учебной литературе. Библиотекари также помогали освоиться новым рабочим предприятиям, приехавшим из деревень. Для них подбиралась специализированная литература. 45 человек, не владевших грамотой, значились в особом списке. К подобным читателям нужен был отдельный подход, потому что параллельно станкам они еще осваивали грамоту. Кроме того, Горьковской библиотекой оказывалась методическая помощь в организации справочно-библиографической работы районным, городским, сельским библиотекам. Республиканская библиотека поддерживала связь с фронтом. В 1945 году на фронт были отосланы 4 книжные выставки. В годы войны пострадало значительное количество культурно-просветительских учреждений. Разрушено по всей стране 44 тысячи зданий, театров и клубов, 43 тысячи библиотек, утрачено до 200 миллионов книг. По мере освобождения оккупированных территорий в стране развернулся сбор книг для восстановления разрушенных библиотек, книжных собраний, и коллективом Чувашской республиканской библиотеки в Чебоксарах и Чебоксарского филиала Управления Государственного фонда литературы при Наркомпросе РСФСР для таких пострадавших областей было собрано 23 916 книг и 5000 рублей, за что в адрес директоров организации даже поступила благодарственная телеграмма от Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина. Денежные суммы в фонд библиотек, разрушенных фашистами, собирались за счет проведения различных мероприятий. К примеру, в мае и июле 1943 года в Чувашском государственном академическом театре силами библиотеки были организованы литературный вечер, посвященный Максиму Горькову, вечер, посвященный 50-летию со дня рождения Маяковского. За самоотверженный труд в годы войны 409 передовиков промышленности, транспорта, сельского хозяйства республики были награждены орденами и медалями. Более 120 тысяч человек медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Около 3000 человек почетными грамотами Верховного Совета Чувашской Республики. В июне 1945 года, в дни празднования 25-летия Чувашской ССР, Евдокия Тимофеевна Егорова-Исакова была награждена почетной грамотой Президиума Верховного Совета, высшей наградой. К тому же ее имя занесено в Книгу почета Наркомпроса РСФСР. 12 сотрудников библиотеки удостоены правительственных медалей за добросовестный труд в Великой Отечественной войне. Это Алексеева Анна Павловна, технический работник, заведующий хозяйством; Аникина Анна Георгиевна, классификатор отдела обработки; Богданова Нина Михайловна, заведующий читальным залом; Григорьева Августа Григорьевна, библиотекарь, изначально директор библиотеки; Егорова Исакова Евдокия Тимофеевна, заведующая отделом обработки книг; Ермолаева Людмила Михайловна, заведующая отделом выдачи книг; Ефимова Феврония Ефимовна, библиотекарь; Казакова Елизавета Кировна, заведующая специализированным фондом; Кузнецова Зинаида Николаевна, классификатор отдела обработки; и Сергеева Августа Федоровна, директор библиотеки.
На этом мой небольшой доклад закончился. Хотелось бы сказать, что у нас в фонде хранятся книги, посвященные Великой Отечественной войне, которые также выделены в отдельный фонд. А книги, в которых можно узнать об истории библиотеки в военное время, вот это как раз работа Тихона Сергеевича Сергеева. Он много лет сотрудничает с нашей библиотекой, работает над историей библиотеки. Книги Ивановой Екатерины Константиновны, воспитательно-мобилизующая деятельность библиотек Чувашии в 1941-1945 годах, а также сборник документов «Культура и искусство в годы Великой Отечественной войны». Собрала ее Алжейкина, автор. Спасибо за внимание. Спасибо, Лилия. Ну, на этом мы завершаем нашу книжную онлайн-экспедицию. И впереди нас ждут новые встречи. Благодарю прежде всего Ивана Ивановича за участие, за сотрудничество. Лилия Геральдовна, вам спасибо. И, конечно же, спасибо вам, дорогие зрители, за участие. Благодарим вас за внимание. До новых встреч.